Здравствуйте, друзья. Да, масштабы усталости не передать словами. Спотыкаемся, падаем, темнеет в глазах, мозг отказывается понимать, соображать и принимать решения. Круглогодичная гонка на износ, без единого выдоха, ни дня паузы. У всех, и у спасающих двоих, отправляющих из Якутска, и у принимающей стороны в Москве или в Питере, и я между ними с уговорами, мольбами и плясками. Спасите, спасите, примите, вылечите, встретьте. И в итоге лето, штиль, тишина. И ты, ответственная за весь этот кошмар, уже без сил и без денег, уже ничего не хочу. Жара и усталость, темнота в глазах, те деньги все розданы на корма и на сетки, доски, документы, титры, отправки. Итак, сегодня рассказ о 3 кошечках, приехавших в Питер в разное время года. Вот, например, 4 месяца назад приехала мамочка со своими подросшими котятами. И вот сейчас обнаружили шишку под ее мышкой, под лапкой. Оказывается, это молочная железа, и она ее беспокоит, плачет и отказывается от еды. Срочно удалять всю правую молочную гряду. Несколько дней в стационаре, оплатить операцию и ждать гистологию. Так, мы приехали в стационар проведать нашу кошечку-мамочку, якутскую красавицу, которая переехала к нам с 2 подростками. К сожалению, у нее была обнаружена опухоль молочной железы, и ее пришлось прооперировать. Удалили полную гряду молочной железы с правой стороны и отправили материал на гистологию. Это очень важно. Вот наша кошечка Ляся, Лясенька, у которой эзофагит, у которой проблемы были с пищеводом. Вот проблемы решили с пищеводом, но кошечка все равно плохо очень себя чувствовала, перестала есть, сильно похудела. Вторая – это Ляся якутская. Отказ от еды, что-то болит, обследование и диагноз – эзофагит. Это злокачественный гингивит десен, когда десны отторгают зубы. Это все болит и ничем не вылечить, только удаление самих зубов. И это спасет. И с этим можно жить, но на преднизолоне. У нас уже есть таких пару кошечек. Нам пришлось поместить котика Валенка в клинику. Перестал есть, очень сильно похудел, ослаб, лежал в одном месте, не двигаясь. Явно котику было очень плохо. Поместили в ветклинику, делают капельницы. На капельницах хоть чуть-чуть начал есть. Но необходимо сдавать анализы, УЗИ. То есть надо делать серьезное обследование, которое, к сожалению, занимает большое количество денег. Третий котик рыжий веник, сухая форма ФИПа. Она протекает тяжелее, и печень увеличилась в разы. Но лечение эффективно, если вовремя диагностировать и лечить. Хоть и долго, 90 дней. Пришлось 2 недели стабилизировать на капельницах, чтобы печень пришла в норму. И ежедневный болючий укол GS. Лечение строго без пропуска ни дня. Главное вовремя докупать недешевое лекарство. Я очень устала не только от спасений в течение года, всех лет, но очень выматывают их хвори, когда они болеют, и оплата лечения. Я из последних сил обращаюсь за помощью на оплату лечения. Если не лечить, значит усыплять. Никто им не поможет. Несправедливо, ведь зачем-то они были спасены. Наверное, для того, чтобы жить. Помогите, друзья, не справляюсь. Помогите оплатить, помогите финансово. Ну и еще затрону сегодня одну тему вывоза остаточных спасенных кошек из Якутска. Нет им места в Якутске. Арендованную комнату с ноября, где перекантовывались кошки, тайно велено освободить. Хозяин будет ее продавать, и живности в ней быть не должно. Срок последний дали нам до 1 июля.
а пассажиров у нас нет, точнее, очень редко. Да и Питер, принимающая страна, завалена кошками и просит о паузе на лето. И в итоге 12 кошек зависают нигде. Никто в Якутске не передержит до осени. Там тоже все уезжают в улусы, тайгу, дачи. Все устали, все на нервах. И вот последний марш-бросок. Уговариваю Питер принять хоть половину из 12, хоть на голову посадить. Знаю, что плохо, но нет выхода. Так как появился пассажир, редкая удача, нельзя упустить. Из последних сил согласились все стороны. Одни отправить, другая девушка принять. Но дело за оплатой. 6 душам хотелось бы подарить продолжение жизни. Помогите, друзья, оплатить. Это оплата за кошек на перелет 6 душ и оплата первого месяца жизни в Питере и корм. Пожалуйста, я вас очень-очень прошу, помогите. Спасибо, люди, что помогаете. И извините, что спасенных много, и я не справляюсь оплачивать все счета. Не могу сказать, чтобы выкинули назад на улицу спасенных животных, потому что нет денег на перелет, нет денег на лечение. Как смотреть на угасающих спасенных? Потому что они заболели. Почему они болеют, как люди?